Добрый день, уважаемые победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Гранты Росмолодежь» и участники встречи заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольги Валерьевны Балапкиной. Слово предоставляется модератору встречи первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Надежде Вячеславовне Махначевской. Добрый день, уважаемая Ольга Валерьевна, уважаемые участники нашего сегодняшнего торжественного мероприятия. Сегодня у нас принимают участие эксперты федерального конкурса грантов Росмолодежи, Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Клюкина Любовь Николаевна, Куприянов Дмитрий Михайлович. И два эксперта у нас подключены по средствам ВКС-связи: Угарова Наталья Николаевна и Васильева Анастасия Геннадьевна. Они нас смотрят из Нерюнгринского района. Также на связи у нас сегодня заместители глав по социальным вопросам и специалисты по молодежной политике муниципальных районов и городских округов республики и представители высших учебных заведений Республики Саха-Якутия. И, конечно же, виновники нашего торжества – это победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Прошу их поприветствовать. Слово для приветствия я предоставляю заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольге Валерьевне Балапкиной. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, участники конкурса, победители, все, кто здесь присутствующие, а прежде всего в том числе и эксперты этого конкурса, от имени главы Республики Асена Сергеевича Николаева, от имени правительства и от себя лично, конечно же, я от всей души вас поздравляю с завершением такого нового этапа прохождения вашего пути при достижении результатов. Вы для себя поставили результат, может быть, в какой-то мере мечту для того, чтобы победить в этом конкурсе. Приложили для этого максимум усилий. Во-первых, родили идею, во-вторых, смогли ее реализовать, в-третьих, набрали смелости и, значит, отправили ее на конкурс. Это действительно ваш определенного рода маленький человеческий подвиг. Знаете, как у Мюнхгаузена, да? Делаю добрые, хорошие дела, да? Что я сегодня сделал за день. Вот здесь я очень рада, что вы очень системно отработали данную историю, помечтали, и сейчас эта мечта для вас реализована благодаря грантам, которые у нас дал Росмолодежь. Мы третий год работаем с грантами для физических лиц. Наверное, уже Любовь Николаевна, да, эксперты, в том числе федеральные, наши республиканские, скажут о том, что легко это или сложно. В основном мы всегда работали с грантами организованных, значит, коллективов, общественных организаций, НКО, требовали какую-то формализацию. Здесь в основном это истории, на которые возлагают на вас еще большую ответственность. Это ваша личная идея и ваша личная ответственность. Но задача одна, и те, которые выиграли здесь гранты, все, они рассчитаны на то, что вы в целом по своей мечте хотите делать пользу людям. Это главное. Поэтому очень хочется, чтобы вокруг вас объединились эти люди, и, может быть, действительно выросла бы потом вокруг этой идеи какая-то новая некоммерческая организация или общественная просто группа, которая уже бы совершенно имела там право голоса, а может через некоторое время и политическая молодежная партия, которая участвовала бы, например, в выборах и влияла бы на, соответственно, значит, организацию власти как таковой. Сегодня сама по себе, если раньше вообще, когда шли, например, почему я на это делаю акцент, мы действительно находимся в выборном периоде, да, и когда непосредственно раньше делался акцент на то, что как участвует молодежь через выборы, все говорили, а что власть дает молодежи? Вот сегодня как раз тот пример, когда вы сидите здесь, вы. Предоставлена возможность, и ваши мечты получают благодаря экспертной оценке, благодаря вашим усилиям, вот такую вот оценку власти. Это реально дорогого стоит, это хорошее взаимодействие. Действительно, гранты Росмолодежи – это уникальный сервис для молодежи, который помогает поддержать социальные инициативы и воплотить мечты в реальность. Очень радует, что с каждым годом количество участников становится все больше. Мне нравится, что наша молодежь активизируется во всех сферах нашей жизни и ведет активную деятельность, направленную на развитие различных сфер, в том числе культуры, искусства, а также на решение социальных проблем.
я по-человечески, по-доброму немного завидую вам, потому что эти механизмы в вашем возрасте у вас есть, и вы можете так себя проявить. А в моей молодости, и тогда, даже тогда, когда я была заместителем министра молодежи, таких механизмов не было. Мы выбирали свои пути по-разному, по большому счету, ну вот если честно, да, как бы отстаивая свое место среди взрослых маститых политиков, ну просто-напросто локтями, ногами, руками, теми же идеями, но поддержки получали достаточно мало. Хотя в период создания Минмолодежи, почему я всегда и поддерживаю это министерство, было очень много идей, которые на настоящий момент реализуются. Основа была заложена, и вот сегодня мы пожинаем, так сказать, плоды. Я действительно выражаю экспертам благодарность как специалистам за совместную работу, которая в принципе помогает и нам, и вам, во-первых, воплотить эти мечты, а во-вторых, развивать идеи дальше. Ну что ж, еще раз поздравляю вас как виновников этого торжества. Как-то вот так Надя сказала. Виновники торжества, я про ЗАГС вспомнила, да? Ну, ЗАГС, значит, не ЗАГС. Значит, у нас тоже здесь один большой ЗАГС. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Валерьевна. Действительно, мы отмечаем постоянную поддержку. Вот мы в течение 4 лет отмечаем мы их называем наших взрослые некоммерческие организации, победители грантового конкурса. И после того, как у нас объявили победителей нашего всероссийского конкурса по грантам Росмолодежи, мне звонит наш куратор с секретариата Ольга Валерьевна Балабкина и говорит: а вы почему постоянно награждаете, мы почему постоянно награждаем только взрослые НКО? Ольга Валерьевна предлагает молодых тоже наградить. И это на самом деле вот такая инициатива. И мы сегодня встретились с вами в этой торжественной обстановке. И разрешите, пожалуйста, Ольга Валерьевна, уважаемые участники, немножко проанализировать те успехи, может, есть у нас. Конечно, есть нам к чему стремиться, нам нужно проводить анализ и знать, где мы, на каком месте и куда мы должны стремиться. Представляю вам анализ краткий по участию в конкурсах Федерального агентства по делам молодежи за последние 3 года. Мы охватили 2021-2023 год. Конкурсы грантов Росмолодежи, они у нас делятся на 3 типа. Это муниципальные конкурсы, финансируемые агентством. Подобие этого конкурса у нас в республике – это конкурсы, которые проводились в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Они называются муниципальные конкурсы, финансируемые агентством. Второй тип – это форумные кампании Росмолодежи, те конкурсы, которые у нас проходят в рамках форумных кампаний. И всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится на заочной основе. За период 2021-2023 годов республикой всего подано от участников физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет 799 заявок на более чем 17 конкурсах. До 2022 года принимались заявки от физических лиц от 14 до 30 лет. В этом году этот возраст, но в связи с изменением федерального закона у нас возраст определен до 35 лет. Первым региональным конкурсом Росмолодежи в Республике Саха-Якутия стала площадка молодежного фестиваля «Мусустар». За период 2021-2022 года на конкурс подано всего 126 заявок и поддержан 21 проект на сумму 8 миллионов 929 тысяч рублей. 2021 год это у нас было всего победителей 10, в 2022 году победителей стало у нас 11. Основными причинами отклонения заявки участников это следующие. Это отсутствие видеовизитки в заявке и наличие неисполненной задолженности. В принципе, все эти причины, они устранимы. Поэтому мы должны тут вместе с вами поработать. Так, в рамках форумных кампаний Республика Саха-Якутия за период 2021-2023 годов представила 67 проектов в 10 конкурсах. Поддержку получили 5 проектов на сумму 1 миллион 169 тысяч рублей.
Перечень проектов и конкурсов вы здесь видите на слайде. Всероссийский конкурс молодежных проектов проводится дважды в год. Это уже у нас, мы говорим о третьем типе. А также проводится отдельный конкурс для поддержки высших учебных заведений. Так, за период 2021-2023 годов подано 40 заявок. Поддержан у нас один проект. Это проект высшего учебного заведения АГАТУ. Он выиграл у нас конкурс в 2021 году на сумму 400 тысяч рублей. В этом году было подано 19 заявок, но, к сожалению, у нас победителей нету. Хотелось бы попросить, конечно, экспертов в этом направлении. Нам нужно усилить свою работу и поработать с представителями высших учебных заведений. Так, на всероссийский конкурс молодежных проектов за период 2021-2023 годов всего подано 879 заявок и поддержано 36 заявок на сумму 9 миллионов 829 тысяч рублей. Тут мы, конечно же, отмечаем, что мы являемся лидерами на Дальнем Востоке по количеству поддержанных проектов. Всего дальневосточными активистами на всероссийский конкурс молодежных проектов за период 2021-2023 годов подано 2312 заявок, из них поддержку получили 146 заявок. В разрезе Дальневосточного округа по количеству поданных и поддержанных заявок Республика Саха-Якутия удерживает лидирующую позицию. Всего подано 879, как я сказала, и получили поддержку 36 заявок. На втором месте по количеству поданных и поддержанных заявок Хабаровский край, на третьем месте Забайкальский край. Всего активной молодежью Дальнего Востока привлечено более 82 миллионов рублей. По сумме выигранных средств республика за последние 3 года на 4-м месте. Мы за Забайкальским, Хабаровским краями и Сахалинской области. Но тут нам нужно отметить, что в 2023 году мы всех догнали-перегнали, и по количеству и поданных заявок, и по количеству, то есть победителей, и по количеству сумм мы в 2023 году в первом сезоне заняли лидирующую позицию. Так, всего в 2023 году от республики было подано 98 заявок, поддержано 16 проектов, привлечено 8 миллионов 387 тысяч рублей. Это, конечно же, все благодаря вам. Эту победу Республики Саха-Якутия принесли именно вы, в связи с чем я нас всех поздравляю. И хочется отметить, что, конечно же, очень большую работу в этом году у нас провели эксперты. 5 экспертов у нас всего работает в Республике Саха-Якутия, являются федеральными экспертами. И слово для доклада по экспертизе проектов я предоставляю федеральному эксперту Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Любовь Николаевне Клюкиной. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я благодарю за возможность сегодня здесь быть и немного поделиться историей, экспертизы, что это такое, как мы работаем и чему эта работа, в принципе, посвящена. Но прежде я хотела бы сказать буквально 2 слова о тех экспертах, которые работали ранее. В этом году действительно у нас рекорд, целых 5 экспертов от республики. Это на самом деле много. В Хабаровске, например, только 5 экспертов, при этом у них больше населения. Ранее я хотела бы отметить 2 экспертов, которые вели, кроме экспертизы, еще очень хорошую просветительскую работу. Это Василина Лукина, все вы ее, конечно, знаете, возможно, она вам кому-то помогала ранее, и Марк Егоров, который работает в СВФУ сейчас. Они ранее очень большой пласт работы проводили и, в принципе, готовили наших молодых людей и продолжают делать это сейчас. Мы, кроме того, что оцениваем проекты, при этом я хочу заметить, что проекты с Якутии к нам на оценку не попадают, потому что конфликт интересов. Мы оцениваем проекты со всей России. В рамках одного конкурса это порядка 60-100 проектов. Бывает по-разному, бывает еще добор.
И кроме экспертизы мы проводим еще такую просветительскую деятельность. Мы помогаем вам свои проекты оформлять, потом помогаем вам, сопровождаем, насколько это возможно, вас информационно. Сейчас мы даже решили с вами в телеграм-канале в одном находиться. И я надеюсь, что этот канал является для вас поддерживающей средой. Ну и приглашаем всех тех, кто планирует участие во втором сезоне. Здесь вы видите наш временной, да, таймлайн такой, в рамках которого проходил первый сезон грантового конкурса. Ага, дальше, пожалуйста. Пожалуйста, дальше, следующий слайд. Угу. Спасибо. Наши QR-коды сейчас, они, скорее всего, очень важны заместителям глав, которые нас смотрят, для того, чтобы, мне кажется, многие замглав сегодня впервые для себя даже откроют этот конкурс. Так можно, что ли, было? Вот где можно, оказывается, искать источник для финансирования молодежных проектов. Здесь, в принципе, есть вся информация. В номинации, в которых вы подавались, всего в России принимало участие 10 737 человек в первом сезоне конкурса, и 1456 заявок было поддержано. Угу. То есть вы в числе 1500 лучших молодых людей России. Мне кажется, мы можем прямо так говорить и этому даже аплодировать. При этом есть топ-5 регионов по победителям. Это Нижегородская область, но это понятно, Нижний Новгород сейчас у нас молодежная столица России, там суперактивно проводится работа. А вот следующее — это Удмуртская республика, там 76 победителей. И мне кажется, для себя мы должны поставить Удмуртию как нашего ближайшего конкурента, с которым прям нужно соревноваться и посмотреть, что они делают для того, чтобы такое количество победителей было там. Республика Карелия, совсем небольшая республика, 63 победителя. Москва всего лишь на 4-м месте. И Краснодарский край на 5-м, 56 победителей. То есть, в принципе, по регионам это десятки человек, да, это не сотни. Поэтому мне кажется, что ко второму сезону и к следующему году при должной подготовке мы можем увеличить наши возможности и ресурсы. Номинации все вы знаете, да, по которым вы подавали заявки. Надежда уже рассказала, почему многие наши заявки отклонили. И на самом деле это важные моменты, которые нужно для себя учитывать, да. И оценку проектов мы проводим вот по этим критериям. При этом вы знаете, что на сайте Росмолодежгранты есть очень удобная база знаний, где все методички, в том числе методичка абсолютно в открытом формате, как мы оцениваем ваши проекты, размещена, поэтому можно вот по такому небольшому чек-листу проводить оценку, прежде чем вы подаете, да, на участие. И на самом деле нам дается на оценку очень мало времени, и сейчас за экраном мои коллеги и Анастасия Васильева, и Наталья Угарова подтвердят, что мы оцениваем проекты ночами после основной работы, потому что просто-напросто другого времени не получается. Всегда оценивают несколько экспертов. При этом важно сказать, что каждый из вас может получать обратную связь. Я надеюсь, что вы ее получили, даже будучи победителями, нажали вот эту заветную кнопку в нужном формате. Ну и да, действительно есть рейтинг у Росмолодежи, как у федерального агентства, и они оценивают, как ведомство региональное работает с вами, как с потенциальными участниками, как с победителями. И важно сказать, что есть координатор конкурса, в данном случае это у нас Дмитрий, да, он исполняет, он такой Шиву в двух, да, лицах, он и эксперт, и координатор, и поэтому помогает сейчас, я надеюсь, 100% помогает, я это вижу в группах, тем победителям, которые уже свои проекты реализовали. Что изменилось в заявках, вы видите, это то, что было сделано, ну и в принципе сама платформа,
она постоянно меняется и развивается. Даже 18-19 год, я помню, такая платформа была очень деревянная, и на ней прям было сложно на самом деле работать. Сейчас есть и сообщества поддерживающие, и чат-боты. И мне кажется, что мы вместе должны идти к тому, что информация о реализованных инициативах молодых людей Якутии должна быть на федеральных пабликах, потому что есть действительно замечательные классные идеи. Кого-то специально сегодня я выделять не буду, но вы знаете о том, что каждый из вас большой молодец и умница. И было бы классно, если бы у нас была бы не просто группа, а настоящее сообщество, чтобы мы друг друга поддерживали, чтобы мы приходили друг к другу на мероприятия, чтобы мы помогали друг другу реализовывать свои проекты. Под «мы» я имею в виду экспертов, я имею в виду министерства, я имею в виду всех нас, тех, кто победил в этом конкурсе. И у нас в нашем сообществе находятся те, кто не победили, но они смотрят на вас. И вы для них такие амбассадоры, да? Для того, чтобы они просто немножечко докрутили качество своих проектов и в будущем все же получили поддержку от федерального агентства «Росмолодежь». Давайте будем стремиться к цифре 20 во втором конкурсе, и нам нужно еще конкретно прокачать наши вузы, мне кажется, для того, чтобы они готовили действительно более качественные заявки. На самом деле у нас вот в СУФУ в этом году была замечательная качественная заявка, но одна небольшая грустная ошибка не смогла сделать так, чтобы у нас в ВФУ приняли полноценное участие в конкурсе и получили полный пакет, как говорится, финансирования от Росмолодежи. Поэтому эти ошибки можно немного докрутить, и мы будем первые не только на Дальнем Востоке. Ребят, я вас поздравляю, это не просто проекты, это не просто деньги. Я знаю, сколько сил вы это вложили, своих нервов, эмоций. Кто-то подавал заявку в 23:59 там буквально, да? И пусть все ваши вложенные силы, эмоции, они вам вернутся стократно эмоциями молодых людей, которые будут принимать участие в ваших мероприятиях, которые будут пользоваться тем, что вы для них создадите, и не только для них. Вы большие молодцы, каждого обнимаю, давайте дальше идти вместе. Спасибо. Спасибо большое, Любовь Николаевна, очень подробное выступление и, наверное, самое эмоциональное выступление сегодняшнего да, нашего мероприятия. Да. Я хочу озвучить, тоже пройдусь по итогам в число самых многочисленных по количеству проектов-победителей номинаций стали «Вдохновляй». Это проекты, которые направлены на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды. «Будь здоров». Это популяризация спорта и здорового образа жизни. «Создавай возможности». Организация занятости молодежи, в том числе самозанятости. «Помни» — это проекты по сохранению исторической памяти, а также новые номинации этого года. «Делись опытом», передача успешного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде, вклад в будущее, молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в среду науки и технологий, и родные и любимые — это сохранение семейных ценностей. Эти направления Росмолодежи, они у нас самые популярные. И хочется отметить лучшие практики, а именно проекты наших победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. И я передаю слово и приглашаю к выступлению нашего одного из самых молодых наших участников и победителей. Ему всего 14 лет, Алексею Павлову, победителю по направлению «Береги» для ознакомления со своим проектом «Патриотическое воспитание, активация познавательного интереса старшеклассников Мегино-Кангаласского улуса к малой родине путем проведения чемпионата по настольной игре «Бул-Тал-Кэй». Да, спасибо, что поставили такое сложное название моего проекта. Да, я руководитель этого проекта, да, меня зовут Алексей. Суть в том, что я создал игру, которая поможет старшеклассникам моего района лучше узнать о их малой родине. Итак,
Вот команда моего проекта, состоящая из моих одноклассников и экспертов и да, наставников. Нашими партнерами является администрация района, молодежная организация Скеля, Министерство образования и музей. Да. Какой сложный пульт. Извините за это. Ты же нормально не ставишь. Вот так не ставишь. Хорошо. По одному хорошо. Целевой аудиторией проекта, который являются учащиеся 7-10 классов, которых по нашим данным у нас 2000 много. Более 2000. Да, более 2000. Итак, в современное время преобладает клиповое мышление, и лучше воспринимаются образы, чем текст. И поэтому я решил создать игру, которая поможет старшеклассникам больше узнать о их районе. Это игра в механике memory cards, где надо найти две одинаковые карты. Также в комплекте идет справочник, в котором есть краткая информация. И у нас уже есть одна готовая игра про улучшение нашей республики. Итак, целью проекта является сбор при помощи о нем информацию и на ее основе создать игру, а затем распространить ее по школам. А также издание игры про гербы и проведение по ней чемпионата. Да. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей. Давайте поблагодарим. Да, это на самом деле еще раз отмечаем, что это один из самых молодых наших участников, победителей. И благодаря вот таким активным ребятам наша республика показывает, реализовывает молодежные проекты и показывает себя на очень хорошем уровне. Спасибо большое еще раз Алексею. И Алексей выиграл грант на сумму 685 тысяч рублей. Это не маленькая сумма, да. Хочу слово передать еще одному нашему победителю, Айталине Борисовой, по направлению «Вдохновляй» для ознакомления со своим проектом «Творческая площадка Арт-ряд». Спасибо. Всем здравствуйте. Как меня уже представили, меня зовут Айталина. Я студентка Арктического государственного института культуры и искусств, обучаюсь на кафедре живописи и графики. В этом году уже перешла на 6-й курс, у меня специалитет. И мой проект называется «Творческая площадка Арт-ряд». Что это такое? Так, ой, куда нажимать? Сюда? Туда? Не-не-не.
Еще спасибо. Вот, данный проект, он направлен на поддержку творческих студентов Якутии и развитие искусства начинающих авторов из Якутска, а также из его округа Намского улуса и других регионов, улусов Якутии. Ну, как вообще зародилась идея этого проекта? У нас в институте каждый год проводят арт-ярмарку. То есть студенты, которые хотят, они собираются, выходят на улицу, ну, когда тепло, то есть весна, и выставляют свои работы. И получается, любой желающий может подойти и купить их работы. И такая практика проводится уже 3-4 год. И мы подумали с ребятами, почему бы не как-то усовершенствовать эту ярмарку, потому что ну, это действительно очень интересное мероприятие, мы считаем, так как это позволяет юным художникам, да, дизайнерам, графикам, живописцам, и не только им, а любым студентам, которые увлекаются рукоделием, творчеством, представить свои работы публике, да, то есть добиться ее признания и как-то монетизировать свое творчество. Так, и ну вот, получается, этот проект имеет важную социальную значимость, так как он направлен именно на поддержку молодых художников и также не только студентов, но и людей, которые сами этим занимаются. Наш проект направлен именно на молодежь от 16 до 35 лет, которые увлекаются искусством, обучаются в художественных школах, студиях Якутска и не только. Также мы делаем упор на студентов вузов и СУЗов Якутии. То есть у нас партнерами являются Намский педагогический колледж, Якутское художественное училище, также Аяр Устар, бывший Яктит, и также мы имеем партнерские отношения с благотворительным фондом Харисхал и творческой студией Аланхо. Вот. Также нашими целевыми группами являются преподаватели по изобразительному искусству, свободные художники и жители города Якутска, которые увлекаются изобразительным искусством и творчеством ручной работы. Целью нашего проекта, собственно, является создание условий для повышения творческого потенциала студентов СУЗов и вузов в сфере культуры и искусств в городе Якутске. Собственно, это задачи нашего проекта. Расскажу кратко. В ходе него мы планируем провести, собственно, саму арт-ярмарку. Их будет несколько, то есть зимняя, осенняя, весенняя. И также мы проведем мастер-классы и выставку-конкурс. Собственно, наше мероприятие, календарный план. Реализация проекта рассчитана с сентября уже этого года до июня 2024. Это, собственно, расходы наши, основные: полиграфическая продукция, транспортные расходы, подарки, и также доп. Услуги, товары для проекта. Мы еще хотим доработать наш визуальный ряд. Это то, что было готово на момент подачи заявки, так как мы очень быстро все это делали. Мы думали, что вообще ничего не успеем. Наши предварительные эскизы арт-ярмарки. Мы хотим сделать такие передвижные павильоны, которые можно использовать много раз. То есть они очень удобные должны быть и позволят улучшить комфорт, да, участников ярмарки. Это наш свод-анализ, который мы сделали тоже перед подачей заявки. И, собственно, наша команда проекта. В команду входят студенты АГИКИ. Они учатся на разных направлениях. Я, допустим, на графике.
и Даяна тоже. Некоторые студенты учатся по направлению культурология, либо народно-художественная культура. Вот, наставником у нас является Владимир Прокопьев. Он на тот момент работал в едином ресурсном центре, сейчас он перешел на другую должность, но я очень благодарна его поддержке, так как я думаю, что без него у нас бы ничего не получилось. Вот. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Талина. Очень интересный проект. Проект вы увидели, да, состоит из команды из 5 человек, выиграл 600 тысяч рублей. И, конечно же, и в лице Талины мы желаем всем победителям. Проекты мы выиграли, заявку подали, стали победителями, а теперь у нас пора, самое главное, реализации проектов. И, конечно же, нам нужно все наши проекты эффективно реализовать. Ну и хотелось бы, конечно, обратиться к представителям органов местного самоуправления, которые у нас подключены. Просим также обратить огромное внимание на наших молодых активистов, на людей, которые хотят реализовывать, на молодых людей, которые хотят реализовывать свои проекты, чтобы вы им тоже всецело их поддерживали. И, конечно же, наши эксперты тут вам будут в помощь, открыты и готовы включиться в работу в каждом муниципальном образовании. Так, и сейчас у нас самая торжественная часть. Я приглашаю для награждения благодарственными письмами заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольгу Валерьевну Балабкину. За вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики Саха-Якутия и активную гражданскую позицию благодарственными письмами заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия награждаются: победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь гранты по направлению «Открывай страну» с проектом образовательный проект «Туристический маршрут Айтур» Алексеева Алина Анатольевна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь гранты по направлению «Расскажите о главном» с проектом «Видеостудия Сетим» Арсентьев Тимофей Тимофеевич. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь гранты по направлению «Вдохновляй» с проектом «Творческая площадка Арт-ряд» Борисова Айталина Андриановна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь гранты по направлению «Развивай среду» с проектом «Вовлечение молодежи в социальное развитие локальных территорий. Твое пространство развития» Бысыина Анна Николаевна. Награду получает представитель победителя Бетюнская Кюне Афанасьевна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь гранты по направлению «Сохраняй природу» с проектом «Молодая мобильная бригада по борьбе с лесными пожарами» Барахов Егор Валерьевич. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Будь здоров» с проектом «Открытый фиджитал турнир Одуну Фиджитал Геймс» Жирков Дмитрий Владимирович. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Объединяй» с проектом «Молодежный хореографический спектакль «Тайна северной чайки» на основе танцевальной культуры коряков Иванова Айталина Гаврильевна.
Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Помни» с проектом «Дальневосточный патриотический форум поисковых отрядов «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток». Новгородов Сафрон Матвеевич. Награду получает представитель победителя Новгородова Саина Петровна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Береги» с проектом «Патриотическое воспитание и активация познавательного интереса старшеклассников Мегино-Кангаласского улуса к малой родине путем проведения чемпионата по настольной игре «Бултелкай» Павлов Алексей Егорович. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Ты не один» с проектом «Ты не один». Ресоциализация условно осужденной молодежи Мегино-Кангаласского района Республики Саха-Якутия Павлова Владимира Владимировна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Вклад в будущее» с проектом «Республиканский форум студенческих научных обществ Республики Саха-Якутия» Аяр Белим Сыромятников Нюргун Егорович. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Стирай границы» с проектом «Студенческий фестиваль Харды Фест» Чачикова Аида Михайловна. Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц по направлению «Объединяй» с проектом «Передвижная фотовыставка народа Якутии в лицах» Хатамов Фаридун Алимджонович. Поздравляем всех победителей. Еще раз с вручением благодарственных писем также Ольги Валерьевны Балавкиной, нашего курирующего заместителя председателя правительства. И, конечно же, надеемся, что эта наша встреча, то, что мы вас отметили, для вас будет тоже определенного рода мотивацией для того, чтобы вы и в дальнейшем улучшали нашу республику, нашу страну и работали с нами в одном направлении для достижения единых целей. Мы все работаем для развития государственной молодежной политики на территории республики, на территории нашей необъятной страны. И что хочется сказать? Еще раз поздравляю и желаю вам, уважаемые наши, в первую очередь, победители, всех участников в лице вас, всех участников грантов Росмолодежи. Мы желаем вам в первую очередь благополучия и оставаться такими же активными и делать еще больше для развития всей нашей страны. Огромное спасибо. Всех приглашаем на общее фотографирование. Through